В эфире программа «Актуальное интервью». Я Андрей Погорелов, и мы обсуждаем все самое главное и важное. Сегодня гость нашей студии – первый заместитель директора школы высшего спортивного мастерства Александр Платонов. Александр Александрович, здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашей студии. В Якутске пройдет, не побоюсь этого слова, грандиозное, масштабное событие. Это 11-й турнир, посвященный памяти великого, выдающегося тренера Дмитрия Коркина. И вот об этом мы сегодня-то с вами и будем говорить. Вот хотелось бы, наверное, начать беседу с того, сколько спортсменов будут защищать нашу республику. В этом году нашу республику будут представлять 72 спортсмена. Именно сборная Республики Саха-Якутия. И также все знают то, что турнир именно у нас ознаменован юбилейной датой, 90-летием нашего выдающегося тренера Дмитрия Петровича Коркина. Сегодня, кстати, его день рождения. Сегодня исполнилось ему 90 лет. Вот. Поэтому максимальный состав команд выставили. Вот. Поэтому думаем, что все нормально будет у нас. Все ли лидеры готовы физически, может быть, эмоционально? Кто-то, может быть, не успел восстановиться после каких-то других соревнований? Я скажу, что практически все готовы, особенно наши первые номера. Они тщательно готовились к этому турниру. Подготовка шла у нас после чемпионата России у нас в спортивной базе школы высшего спортивного мастерства в Нижнем Басяхе. Подготовка проходила там. На кого ставим ставку по большей степени? Ну, конечно, хотелось бы сделать ставку на всех наших спортсменов по 10 именно весовым категориям, но основную ставку делаем на 57 килограммов и 65. Ну, главный тренер якутской сборной Владимир Кириллин, несмотря на внушительный состав участников, поставил перед командой цель завоевать 2 золотые медали. Много это? Мало? Сколько обычно мы занимаем медалей на подобном турнире? Ну, в этом году у нас именно приезжает колоссальный состав из стран. Именно 16 участников Олимпийских игр. Из них 7 призеров Олимпийских игр. Поэтому будем, как сказать, будем бороться, смотреть, болеть. Но ставку делаем все равно. Надеемся на золотую медаль на Ариану Титурина в весе до 57 килограммов и до 65 на Виктора Рассадина, на капитана сборной команды республики. Ну вот вы уже сказали, что приедет внушительный состав участников. Давайте чуть-чуть поподробнее остановимся на них. Может быть, по именам пройдемся. Кто это, какие места они занимали уже? Ну, самым выдающимся, конечно, будет олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро. Это Сослан Рамонов, также спортсмен-призер Олимпийских игр 2016 года, спортсмен из Японии Рэй Хигучи, Франк Чемиза, сегодня вот как раз прилетел он, также призер Олимпийских игр 2016 года. И Уришев Анзор могу назвать, Фриев Таймураз. Ну и многие другие такие имена. Действительно, имена известные и громкие. А вот сколько команд, если уже говорить о количестве команд, подтвердили свое, наверное, участие? И известны ли уже окончательные списки участников? Окончательные списки уже известны. Подтвердили 33 команды. Это, кстати, рекордное количество участников в этом году по сравнению с предыдущими. Будет участвовать из 33 стран. В общем количестве это 263 участника. Самая многочисленная команда? Самая многочисленная команда будет из Монголии и Казахстан. Ну, если вот географически вот говорить о соперниках, да, вот кто из них, наверное, ну, больше фаворит? Монголы, может быть. Они тоже, насколько я знаю, неуступчивые достаточно. Ну да, вот эти вот именно команды, вот Монголия, приехала команда Иран, вот эти борцовские державы, даже вот приехала команда из США, Индия. Вот эти вот команды, они очень сильным составом приехали. А из Европы кто-то может тоже оказать достойное соперничество? Ну, приехали из Европы у нас итальянец Франк Чемиза. Как мы знаем, вот это вот новая звезда борьбы
И есть спортсмены из Германии. Ну вот мы сейчас еще с вами говорим о действующих спортсменах, которые будут выступать, да. А вот если говорить о почетных гостях, это бывшие спортсмены, да, которые раньше выходили на ковер. Вот кто из них приедет? Ну, почетными гостями нашего турнира, 11-го международного турнира приезжает сам президент спортивной борьбы России Михаил Геразович Мамишвили, также главный тренер сборной команды по вольной борьбе России Тедеев Дзамбалат Ильич, член бюро Международной федерации борьбы United World Wrestling Ким Ик-Джонг из Южной Кореи и Таймазов Артур Борисович, трехкратный олимпийский чемпион. Мгм. Ну а как проходил вообще отбор в якутскую команду, в якутскую сборную? Как ребята себя, где они себя показывали вообще, чтобы попасть в костяк это? Попасть в костяк, они должны, в принципе, должны иметь все лицензии именно вот этой вот международной федерации. Каждый спортсмен, если он должен участвовать в международных турнирах, он должен иметь лицензию United World Wrestling. По этой лицензии они могут участвовать в турнире. Если у спортсмена нет такого допуска, то он, конечно же, на соревнования не допускается. Ну а как шла подготовка вообще? Ребята готовились с тренером, с одним тренером нашей сборной, либо они по индивидуальной программе и дополнительно еще с тренером нашей сборной? Как обычно вообще происходит подготовка? Работа происходит, конечно же, именно по индивидуальному плану, и потом ближе к турнирам уже проходят этапы подготовки к этому турниру. То есть я, как уже сказал, это уже проходило в Нижнем Бесяхе, в нашем спортивной базе школы высшего спортивного мастерства. Там основной состав под руководством нашего главного тренера Республики Саха-Якутия Кириллина Владимира Николаевича проходили учебно-тренировочные мероприятия. Ну, можно ли сказать, что на подобных соревнованиях можно, если так выразиться, обкатать, осмотреть новых, наверное, участников якутской сборной? Пойдет ли тренер на такой шаг? Молодых спортсменов допустить, но уже списки известны. Есть ли в этом списке такие вообще спортсмены? Да, есть, конечно. Могут, и если спортсмен психологически и физически подготовлен, конечно, он может очень хорошо выступить. Каких-то сенсаций пока нет. Кто-то, может быть, отказался ввиду получения травмы. Это касается, вообще в целом всех участников соревнований. Если в целом, то должен был приехать к нам из Ирана Реза Яздани. И ввиду того, что он получил травму, он не смог приехать. Ну вот для Якутии в целом, что дают вообще подобные соревнования? Это ведь 11-й турнир по счету, и чем-то он, может быть, будет отличаться от предыдущих, какая-то изюминка, может быть, появится. Какие двери открываются перед участниками в будущем? В будущем перед участниками этого турнира, если они занимают призовые места, то они могут выполнять мастера спорта международного класса. Именно в этом году оргкомитетом было решено в связи с юбилейной датой, 90-летием Дмитрия Петровича Коркина, повысить призовой фонд до 180 тысяч долларов. Действительно, 180 тысяч долларов призовой фонд как никогда. И, насколько мне известно, победители получат по 7 тысяч долларов. И вот эти премиальные, это касательно только юбилейной даты или теперь каждый год будет примерно такая Нет, сумма? это касательно только юбилейной даты. А вот в рамках турнира пройдет еще мероприятие, посвященное 90-летию нашего великого тренера Дмитрия Петровича Коркина. Вот расскажите о нем, что за мероприятие еще параллельно пройдет. По юбилейным мероприятиям, если вкратце рассказать, то в селе Чурапча, где сам работал Дмитрий Петрович Коркин, проходит также юбилейное мероприятие. Там идет открытие класса Коркина, называется это на базе Чурапчинского института физической культуры и спорта. Также день открытых дверей в музее Дмитрия Петровича Коркина. И сегодня здесь у нас была торжественная церемония возложения венка к памятнику Дмитрия Петровича Коркина и также выставка по Дмитрию Петровичу Коркину. Ну, если немного отклониться все-таки от темы и коснуться, пожалуй, молодежи, насколько сейчас современная молодежь активно идет в борьбу и
целеустремленны, вот они насколько они хотят завоевывать титулы? Ну, молодежь сейчас у нас очень такая целеустремленная, спортивная. Все поняли, что заниматься спортом – это есть красота, это есть грация, это есть здоровье. Поэтому все идут заниматься спортом. Массовость именно занятием спортом в процентном по сравнению с прошлыми годами очень увеличилась, намного увеличилась. Да, Ну, поэтому мы знаем, что борьбу очень любят у нас в республике. И если говорить о посещаемости турнира, вот о количестве билетов, сколько участников, именно зрителей должно будет посмотреть, остались ли еще места свободные? ну, билеты в продаже есть, да, и, они продаются через интернет-сайт, онлайн-продажи идут, и по распространителям также идут, и также в кассах. И в день, то есть 6, 7, 8 сентября, в дни соревнований, будут также в Центре спортивной подготовки «Триумф» будут также продаваться билеты. Сами соревнования пройдут 6, 7 и 8, да? Да. В день соревнований, в принципе, можно будет приобрести билеты Да, можно будет в свободном приобрести доступе. билеты, да. Ну, тот, кто, к сожалению, там не сможет прийти, он в интернете, я думаю, сможет также посмотреть турнир, да, будет транслировать. Да, транслировать будет именно НБК Саха, прямые эфиры будут. И открытие также у нас 7 числа в 18:00. Александр Александрович, ну, пожалуй, последний вопрос. Вот о планах на будущее наших спортсменов, о планах школы высшего спортивного мастерства. Каковы они? Ну, о планах школы высшего спортивного мастерства, если говорить, то подписано распоряжение правительства о модернизации и подготовке спортивного резерва. Поэтому у нас исторический момент такой, то, что школа высшего спортивного мастерства преобразуется в Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Это там другие функции будут. Уже будем собирать именно сборные команды. И уверен, что это повлияет на хороший результат в спорте высших достижений. Александр Александрович, большое спасибо вам за участие в нашей передаче, то, что пришли, ответили на наши вопросы. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был первый заместитель директора школы высшего спортивного мастерства Александр Платонов, а говорили мы о предстоящем турнире по борьбе памяти Дмитрия Коркина.